Созданные войной, возрожденные миром. Песни Победы сегодня прозвучат под чистым небом и в красивом зале филармонии, где слушатели все чаще ровесники Победы. Хара, Харуа, Рейхабы. Это музыкальная история, ставшая вечностью. С криком «Аллах!», идя в атаку, поминая тех, кто были с нами, а главное, не забывая гумистинский бой, подхватываемые зрителями и исполняемые сердцем. Песни нашей Победы остановили время для каждого, кто провел вечер пятницы в зрительном зале Абхазской государственной филармонии. Автор проекта, военный журналист Эма Ходжа, вспоминает годы, когда эти ноты придумывались в окопах теми, кто не был уверен, споет ли он хоть что-то еще раз. Бывало всякое, прорывы, танковые обстрелы, подбивали машины, бывало очень-очень страшно, неудачное наступление, но при всем при этом, где бы я ни была, я вечно бегала за теми, кто ходил с гитарой, кто в затишье на привале пел. Иногда бывало так, что в ущерб основному материалу я долго записывала песню и возвращалась. Вначале меня как будто за это ругали, но потом привыкли к тому, что сами, когда потом очень тяжело бывало, собирались в монтажной, включали эти песни, слушали и пели, и нам казалось, что все будет хорошо, ничего не происходит. И мечты военных журналистов воплотились в переполненном зале филармонии, где, казалось, собрались люди всех возможных возрастов и национальностей. Песни Победы звучали особенно сильно. Война, отбирая жизни, создавала историю и дарила песни. Создатели и участники проекта «Хара, Харуа, Рейхабы» – это люди, чувствующие музыку душой. Именно одной большой душой можно было смело назвать зал Абхаз-Госфилармонии «Вечер концерта». От первых звуков ударных до поклона музыкантов зрители прожили целую военную музыкальную жизнь длиною в 1,5 часа. Выпадать из пусть и военной, но сказки никому не хотелось. Долгими аплодисментами зрители стоя провожали музыкантов, отправляя самых маленьких дарить цветы. Все это действо было бы невозможным без генерального спонсора – сотового оператора «Аквафон», который уже давно зарекомендовал себя как патриотичную компанию, помнящую и чтущую каждый судьбоносный шаг Апсны. Идея осуществления вот такого проекта «Хара, Харуа, Рейхабы» именно в концертном исполнении, конечно же, она была с первого дня, как только вообще идея проекта возникла. Потому что, конечно же, запись на диске – это очень хорошо, это замечательно, это все разойдется по всей Абхазии, но живое исполнение абсолютно по-другому зажигает и абсолютно по-другому воздействует на людей, и люди это по-особому воспринимают. Выходя из филармонии, зрители еще долго делились друг с другом и с нашей съемочной группой своими впечатлениями. Мы приехали на День Победы, очень нам понравился и концерт, и будем очень рады еще поучаствовать на Дне Победы. Ну, эмоции самые положительные, получила огромное удовольствие от концерта, просто зашкаливает, честно говоря. Мне понравился концерт. Мы чаще делали такие праздники. Очень хорошо выступили. Спасибо им большое за такие концерты. Концерт шикарный, и, на мой взгляд, это первый раз такой концерт. Не хочется никого обидеть, но видно была слаженная работа музыкантов, слаженная работа организаторов. То есть я получила колоссальное удовольствие. Концерт, слов нет, чудесно, прекрасно. Я вот многие песни пою с детьми, вот сейчас уже по-другому немножко. Окончившаяся 21 год назад война вечно будет сопровождать наш народ. Песни нашей Победы – перманентные напоминания о тех, кто подарил нам каждое наше сегодня.
Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ.